Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Дашогузе задержанного начальника автошколы оштрафовали и освободили в зале суда. Суд 20 мая состоялся над бывшим начальником Вилаятской автошколы Аразбаем Атаевым. Атаева заключили под стражу еще в марте, в одно время с несколькими сотрудниками Вилаятской системы здравоохранения, которых подозревали в экономических преступлениях. Другие подробности дела пока неизвестны, но Туркмен Ньюс узнал, чем именно вызвал подозрение Атаев и кого еще коснулись чистки в автошколе, а также кто пришел на его место. Итак, по информации Туркмен Ньюс, Аразбая Атаева сначала просто вызвали в прокуратуру, а через 10 дней задержали и отправили в СИЗО вплоть до суда. Отсрочку ему давали, чтобы он смог собрать деньги, чтобы вместо срока отделаться штрафом. Речь шла о сумме в 600 тысяч манатов, что около 30 тысяч долларов. В итоге 20 мая Атаева судили за экономические преступления. Приговор удивил всех, кто следил за делом. Мужчину оштрафовали на 45 тысяч манатов, 2250 долларов, и освободили прямо в зале суда. По данным источника Туркмен Ньюс, избежать реального срока ему помогла взятка и протекция некоего чиновника в Ашхабаде. Вместе с Атаевым на такую же сумму оштрафовали и бывшую руководительницу филиала автошколы в Куняургенче по имени Гульшерин, которую ранее также задержали и поместили под домашний арест. Тем временем выяснилось, что Атаев и Гульшерин далеко не единственные в структуре автошкол Вилаята, кого коснулись санкции. Так, в рамках этого дела в Губадаге уволили руководителя филиала Теркеша Галыджева, преследовали не только начальство. 5 водителей-инструкторов и 3 преподавателей уволили и оштрафовали. Фигуранты оказались в родственных связях с Атаевым и участвовали в подделке документов о прохождении учебы в автошколе тем, кто не посещал ее вовсе. Сына Атаева, который работал в полиции, также уволили. Сейчас он занимается частным извозом между Дашогузом и Куняургенчем. Напомним, примерно в одно время с Атаевым задержали нескольких сотрудников системы здравоохранения Дашогузского вилаята. Как рассказывал Туркмен Ньюс, медиков и их коллег подозревали в коррупции, хищениях, продаже медикаментов и медицинского оборудования. Связаны ли чистки в здравоохранении и автошколах между собой, на данный момент непонятно. Наблюдатели считают, что связь есть, например, через справки из психиатрического диспансера для стоящих там на учете слушателей автошколы с эпилепсией или другими диагнозами, которые могут мешать управлять транспортным средством. Задержание Атаева и большинства его коллег рядовые сотрудники автошколы и другие жители Дашогуза встретили одобрительно. Схемы подделки документов, вымогательства взяток и другие преступления в Вилаятской автошколе и этрапских отделениях были известны давно. К примеру, каждый месяц школа должна выполнять план по оказанию так называемой услуги по дополнительному обучению вождению. Она стоит от 60 до 100 манатов в час, и учащиеся автошколы ею не пользуются, а потому на нужную сумму ежемесячно скидывались инструкторы по вождению. Из зарплаты в 1600 манатов, 80 долларов, работникам приходилось отдавать по сотне. В Вилаяте высокий уровень безработицы, поэтому в случае отказа их легко могли уволить и заменить другими, но тогда трудно было бы найти новую работу. Кроме того, руководители списывали и продавали на сторону бензин, а проводить махинации по бумагам вынуждали опять-таки рядовых сотрудников. Например, водителям-инструкторам выдавали талон на 20 литров бензина, но расписаться велели за 60 литров. Излишки в виде талонов продавали операторам автозаправочных станций. Но даже эти 20 литров инструкторы не расходовали на уроки вождения, а продавали, чтобы на вырученные деньги закупать для машин автошколы запчасти. Больше всего от махинаций с бензином страдали учащиеся, а в конечном счете все участники дорожного движения, ведь автошкола выдавала документы выпускникам без достаточных практических навыков. В то же время, полагает источник, многих сотрудников следователи незаслуженно обошли вниманием. В их числе заместитель начальника Бактыяр Генджаев, который был одним из главных коррупционеров автошколы и вместе с Аразбаем Атаевым заработал на распродаже ее имущества при реструктуризации. Речь о том, что раньше автошколы относились к Министерству обороны по линии ДОСААФ, но затем были переданы агентству Туркмен Авто Улаглары. Грузовые машины повышенной проходимости, сейфы, кондиционеры и остальные активы пошли с молотка, а Атаев, Генджаев и другие брали со сделок процент, заработав таким образом ощутимые суммы.
Также ушел от ответственности бывший бухгалтер Шаназар Кутлыев, из-за махинаций которого 10% надбавка, утверждаемая ежегодно указом президента, много лет не доходит до водителей-инструкторов. Некоторые пострадавшие от действий Кутлыева ездили жаловаться на него в республиканскую автошколу в Ашхабаде, однако оказалось, что Кутлыев состоит в хороших отношениях с ее начальником Анзаровым. Благодаря последнему Кутлыев избежал наказания, а также сохранил работу при той же реструктуризации. Хотя должность бухгалтера упразднили, тем не менее ашхабадский патрон назначил Кутлыева на позицию ответственного за строительство здания новой автошколы в Дашагузе. Руководителя, который пришел на место Атаева, также критикуют. Сообщают, что он получил должность благодаря связям, и хотя не повторяет пока преступных действий предшественника, все равно вел собственные схемы вымогательства и злоупотреблений. Нынешним руководителем Дашагузской автошколы стал Батыр Назаров. По сведениям Туркмен Ньюс, раньше он работал в дорожной полиции, а затем был участковым инспектором, в то время как его жена служит в прокуратуре и является куратором Бай-базара, крупнейшего рынка на севере Туркменистана. Самого Назарова из-за супруги из органов уволили. В 2023 году президент Сердар Бердымухамедов в рамках борьбы с должностными преступлениями распорядился искоренить близкое родство в силовых структурах. Назаров какое-то время поработал в объединении животноводческих предприятий страны Туркмен-Маллары, а в автошколу попал как раз по протекции жены. Назаров начал наводить новые порядки, переводить работу школы в более легальное на первый взгляд поле. Обучение в автошколе по категориям А, Б и С, управление мотоциклом, легковым и грузовым автомобилем стоит 970 манатов. Прежний руководитель нередко принимал эти деньги наличными, благодаря чему мог класть их себе в карман. Сейчас оплату можно внести только через банк, а в школу нужно принести квитанцию. Обычный курс обучения длится 3,5 месяца, но можно пройти и ускоренный, месячный, за доплату в 100-130 манатов. Многие так и поступают. В начале работы Назаров также принялся отчислять слушателей после 3-4 пропусков. Посещаемость фиксирует экзаменатор регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ по имени Максат, капитан по званию. Какой бы уважительной ни была причина, болезнь, похороны или свадьба, наверстать пропущенные занятия студентам не предлагали, а остаток внесенной оплаты при отчислении не возвращали. Спустя какое-то время после вступления в должность нового начальника, с него сверху стали требовать выручку за ту самую услугу по дополнительному обучению вождению. Выяснилось, что во время расследования деятельности Аразбая Атаева деньги с инструкторов на дополнительное обучение никто не собирал, так накопилась задолженность в 10 тысяч манатов. Назаров решил погасить ее за счет кандидатов на отчисление. Теперь он не сразу отчисляет прогульщиков, а вызывает их к себе и ставит ультиматум. Либо учащийся оплачивает в банк дополнительные 200 манатов и сохраняет место, либо вылетает и теряет уже внесенную плату. Таким образом Назаров собирает плановую сумму. Но этим начальник не ограничился. Он начал заниматься поборами с инструкторов за якобы проведенные ими занятия по дополнительному вождению. Водители-инструкторы жалуются, что они и так сами вносят деньги, которые проходят по документам, но при этом им за отработанное по бумагам время не платят. В итоге получается, что каждый 12-й месяц года они остаются без зарплаты. Тем временем экзаменатор из ГАИ, Максат, также шантажирует прогульщиков и грозится не выдать свидетельства тем, у кого в ведомости посещений накапливается 3-4 пропуска, но за вознаграждение все минусы он превращает в плюсы. В системе автошкол и связанных структурах ГАИ Дашагузского вилаята есть и другие коррупционеры. От некоторых после увольнения Атаева избавился руководитель республиканской автошколы Анзаров. При этом незаслуженно, как считает источник, уволили руководителя филиала в АГДП Марата Какаева, а в Андалыпе, бывшем этрапе имени Гурбан-Салтана Дже Шарипа Разметова. Те имели большой стаж работы, в коррупции замечены не были, а поводом стало то, что при проверке в туалетах соответствующих филиалов якобы было грязно. Теперь должности Какаева и Разметова вакантны, и на них по распространенному в Туркменистане подходу наймут, вероятно, тех, кто больше заплатит. Какаева, рассказывает источник, уволили обманом. Назаров вместе с руководительницей отдела кадров Дашагузской автошколы Сурай Авезовой попросили его написать заявление по собственному желанию, пообещав принять на одну из привлекательных должностей в вилаяте или вилаятском центре. В итоге мужчина остался вовсе без работы. Сама Авезова также получает дополнительные доходы
принудительно подписывая сотрудников на газеты и журналы, вымогая у них завышенные суммы. Кадровичка пользуется покровительством нового руководителя. Вот так, не разобравшись во всех деталях, спустив на тормозах нарушения отдельных сотрудников автошколы, прокуратура в Дашогузе закрыла это дело. Скорее всего, следователям перепала неплохая сумма, раз нечистые на руку люди вышли на свободу прямо из зала суда. Остается только внимательно смотреть на дорогу и аккуратно переходить улицу, ведь за рулем может оказаться тот, кто прошел так называемое обучение в автошколе Дашогуза. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.